Эти строения возведены прямо на территории городского парка культуры и отдыха, хотя руководству города не принадлежат. По всем документам владение частного лица. Сейчас администрация подала иск в суд, чтобы добиться возврата зеленого участка города. На данный момент ведутся судебные тяжбы по данному объекту. Мы пытаемся отстоять свои права и изъять данный земельный участок в пользу парка. Владелец базы, на которой находятся постройки, ссылаясь на документы, пояснил, что никакого отношения он к этой территории уже не имеет. Площадь, находящаяся на земле парка, продал. Тем не менее, предприниматель уверяет, что даже до продажи всю землю он оформлял по закону. То есть вы хотите сказать, что тот забор, это уже не важно? Да? Это нет. Вот где вот этот снег, вот это мой территория. А там уже другой хозяин. А тогда тоже мы спрашивали, они говорят, не, у нас забор стоит по правильному этому. А как Все. найти этого хозяина? Ну, они проверяли, сказали, чтобы они находятся в Москве. Впрочем, окружная администрация все же планирует отстоять свои права на собственность этой территории. Как, например, в случае с незаконным строительством здания в Залаге предпринимателем Гриши Ферояна. Недавно арбитражный суд вынес постановление оштрафовать его предприятие на 500 000. Общество «Нордспецстрой-1» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.5 КАП Российской Федерации, с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Подобных объектов на сегодня в Якутске 43. Из них по одной постройке администрации города уже подан иск в суд, а по остальным ведется сбор документов для разбирательств. Мы действуем по двум основным направлениям. Первое – это строительство объектов капитального строительства без земельного участка. Второе – строительство объектов капитального строительства с земельным участком без разрешительных документаций. Департамент градостроительства выявляет факты самовольных построек с лета прошлого года, когда вступило в силу соответствующее положение. Согласно ему, ведомство собирает заявления и от жителей города для проведения проверок. Руководство парка планирует в этом году огородить всю территорию площадью 110 гектар, чтобы в будущем избежать подобной ситуации. Более того, администрация намерена добиваться, чтобы эта единственная зеленая зона столицы приобрела статус особо охраняемой. Ульян Бояркин, Роберт Набиев, Вести, Якутск.